Раиса Васильевна. У незнакомого поселка на безымянной высоте светилась, падая ракета, отгоревшая звезда, что хоть однажды. Сегодня в городе Якутске проводится акция «Поем дворов». Именно в тех дворах, где есть дома участников Великой Отечественной войны, проводится такая акция, чтобы выразить слова благодарности и признателям Героя Победы. Очень важно, чтобы сегодня правнуки Победы смогли чтить память и выражать свое внимание. Этот двор выбран не случайно. Здесь у Черяева 1/1 проживает участница Великой Отечественной войны Федорова Раиса Васильевна. И сегодня мы проводим праздничный концерт и хотим подарить ей праздничное настроение в преддверии Дня Великой Победы. Мы очень рады, что жители откликнулись, украшают свои балконы, окна, и сегодня все вместе будут подпевать главные песни Победы. С праздником всех! И, пожалуйста, будьте внимательны к ветеранам войны, ветеранам тыла, детям войны. Ведь за нами будущее. И если будем знать историю наших прадедов, то действительно мы сможем построить вместе хорошее, светлое будущее. Дорогие друзья, этот двор выбран не случайно, ведь именно здесь проживает ветеран Великой Отечественной войны Федорова Раиса Васильевна. Участница Великой Отечественной войны Федорова Раиса Васильевна родилась в 1923 году на хуторе вблизи Краснодара. После окончания 7 классов Раиса Жарко осуществила свою мечту и поступила в Краснодарское педагогическое училище. Беззаботную студенческую жизнь прервала война. В октябре 1941 года на фронт призвали отца Раисы, и в мае следующего года семья получила похоронку на него. В июне 1942 года на утро после скромного выпускного вечера 52 вчерашние студентки по-ветски пришли в военкомат. Вечером того же дня их отправили в Краснодар. И на следующий день 300 мобилизованных по краю девушек в товарных необорудованных вагонах отправили на фронт. Раису определили в Лакинскую армию ПВО, где, пройдя месячную подготовку, она была направлена в 3-ю батарею 180-го зенитно-артиллерийского полка. Раиса была назначена первым номером прибора зенитно-артиллерийского огня пулемета по воздушным целям. На приборе работало 11 девушек, задачей которых было обнаружить и засечь вражеский самолет, определить дальность и высоту и направить на него огонь артиллерии. Их батарея стояла прямо на берегу Каспийского моря. От того, как сработают девушки на приборе, зависело ли, как и куда откроют огонь артиллеристы. Сутками несли дежурство у зениток, зорко сторожили и охраняли воздушное пространство. Фашистские самолеты стремились прорвать в сторону Баку, зная, что там находятся крупные нефтяные запасы.
За службу в зенитно-артиллерийском полку, который защищал от немецких бомбардировщиков кавказские нефтяные промыслы, Раиса Васильевна была награждена медалью за оборону Кавказа. В 1944 году Раиса Васильевна вступила в коммунистическую партию и до сих пор состоит в ее рядах. После демобилизации в июне 1945 года Раиса вернулась домой в Краснодар, где мать с 5 детьми пережила оккупацию. Вчерашняя фронтовичка воплотила в жизнь мечту стать педагогом. Поступила в Краснодарский пединститут, по окончании которого была назначена завучем школы номер 11 при военном городке, где она встретила свою судьбу — военного летчика-истребителя капитана Ивана Афанасьевича Федорова. В Якутию на родину мужа приехали в 1966 году, когда заместителя командующего Забайкальским военным округом Федорова назначили военным комиссаром республики. По приезду в Якутск Раиса Васильевна работала техническим секретарем приемной первого секретаря обкома партии Черяева. В это же время она одновременно окончила трехгодичную высшую партийную школу в городе Якутске. В 1969 году Раису Васильевну Федорову перевели в аппарат облсовпрофа. Ныне это Федерация профсоюзов Республики Саха-Якутия, на должность старшего инструктора по культмассовой работе. Работая в профсоюзах, заочно окончила курсы Ленинградской высшей профсоюзной школы культпросветработников. Раиса Васильевна курировала работу профсоюзных клубов, дворцов культуры и библиотек. Сбылось ее заветное желание познакомиться поближе с Якутией. По работе приходилось много ездить в командировки в разные уголки республики. До сегодня Раиса Васильевна частый и желанный гость Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия, уважаемый и почитаемый наставник молодых профсоюзных лидеров. Ветеран войны ведет большую и плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, увековечиванию памяти боевых подруг. С 2001 по 2006 годы возглавляла клуб вдов участников Великой Отечественной войны «Вера». С 2012 года по настоящее время является председателем клуба фронтовых подруг «Катюша». 45 счастливых лет прожили супруги Федоровы. У них родились и выросли дети, растут внуки, правнуки и правнучка, продолжая их род. Раиса Васильевна – боевая подруга и спутница жизни Ивана Афанасьевича, бережно хранить память дорогого друга и мужа, который являлся примером мужества, чести, достоинства и верности воинскому долгу. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями за оборону Кавказа, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, знаком отличия гражданской доблести Республики Саха-Якутия, высшей наградой Республики Саха-Якутия орденом Полярная звезда. В 2020 году награждена юбилейной медалью города Якутска 70 лет Победы. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ветераны Раиса Васильевна. Наши аплодисменты наступающим праздником с Днем Победы! Мы хотим выразить огромную благодарность ветеранам участников войны, участникам тыла и, несмотря на самоизоляцию, все равно быть услышанными и отдать дань уважения. Нам не безразлично. Мы всегда будем поддерживать друг друга, и каждое последующее поколение будет гордиться и помнить о тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Сегодня нам есть что сказать. Сказать вам спасибо. Еще раз наши бурные аплодисменты. Сказать, что мы помним и чтим. Сказать, что мы вместе. Сказать, что мы гордимся.
Уважаемые ветераны, Раиса Васильевна, дорогие друзья, от имени Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия, имени Юрия Егоровича Платонова, мы желаем вам счастья, здоровья. И, конечно же, мы подарим вам теплые слова поздравления и хорошую музыку. И вас поздравят наши артисты. Дорогие друзья, дорогой наш ветеран, для вас поет заслуженный артист Республики Саха-Якутия Анастасия Готовцева. На плече твоем до зари лежал, о любви шептать ночью вечную. Сыновей рожать
Уважаемая Раиса Васильевна, дорогие жильцы, разрешите от всей души поздравить вас с наступающим великим праздником Победы. Счастья, благополучия, благосостояния и здоровья вам и вашим близким. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню, и дождинки по щекам мамы. Для вселенной 20 лет мало, даже не был я знаком с парнем, обещавшим не вернусь, мама, а степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелени, просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгая, ждет от горного зерна башня. И живу я на земле доброй, за себя и за того парня. Я от тяжести такой волнуюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелени, просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над ночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Земной поклон вам, дорогая Раиса Васильевна. Заслуженный артист Республики Саха-Якутия Анастасия Готовцева. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу концертную программу, но перед тем, как объявить следующего артиста, я хочу посмотреть, услышать, где же наши зрители с балконов. Ваши аплодисменты, мы хотим вас услышать. Раз, два, три! Вот они, вот они! Вас мало, но здесь у нас рядышком, у нас тут много народа, и наша уважаемая Раиса Васильевна с нами рядом. Дорогие друзья, Раиса Васильевна и всех жителей этого двора, гостей поздравляет отличие культуры Республики Саха-Якутия, солист театра эстрады Республики Саха-Якутия Айгылан. Добрый день, друзья. Бьется в тесной печурке огонь, на поленье смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты белоснежных полях Москвы. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как
сейчас далеко-далеко. Между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Ой, гармоника в юге назло, заплутавшее счастье зови. Не в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Не в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Бьется в тесную печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою в глазах. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Спасибо. С наступающим великим праздником, Раиса Васильевна. Всего самого наилучшего, крепкого здоровья и долголетия. Еще одна песня сегодня специально для вас. Дождливым вечером, когда пилоту скажем прямо делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём, и нашу песенку любимую споем. Пора в дорогу дальнюю идем над мирным порогом. Качну серебряным тебе крылом, пускай судьба забросит нас далеко. Пускай ты к сердцу только никого не допускай. Среди буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Нам нынче весело, чего что милая курносы нас повесила. Мы выпьем раз и выпьем два за наши бравые планы, так чтоб завтра не болела голова. Пора в путь дорогу дальнюю идем над милым порогом. Качну серебряным тебе крылом, пускай судьба забросит нас далеко. Пускай ты к сердцу только никого не допускай. Среди буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Мы парни бравые, но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые, мы перед вылетом еще их поцелуем горячо и трижды плюем через левое плечо. Пора в путь дорогу дальнюю идем над милым порогом. Качну серебряным тебе крылом, пускай судьба забросит нас далеко. Пускай ты к сердцу только никого не допускай. Среди буду строго, не сверху видно все, ты так и знай. Айзелан! Спасибо. С праздником. Дорогие друзья, сейчас слово предоставляется исполняющему обязанности главы управы Губинского округа Гульжану Аганеровой. Дорогая наша любимая Раиса Васильевна, уважаемые друзья, позвольте от имени, я думаю, будет правильно сказать, от имени всех жителей нашей республики, от всей страны, поздравить вас, Раиса Васильевна, с Днем Великой Победы. Ведь самое главное, что есть у нас в этой жизни, это история, которую вы сотворили вместе с нашими прадедами в те суровые, тяжелые годы. И сегодня молодежь, я думаю, поддержит особенно наша задача помнить о великом подвиге советского народа и сделать все возможное и невозможное, чтобы мир всегда был на земле.
Мы очень гордимся, и для нас очень ответственно сегодня быть перед вами и быть очевидцами, когда в нашем городе Якутске проживает рядом с нами Герои Победы. Мы хотим просто от всей души поблагодарить вас, пожелать крепкого здоровья. Раиса Васильевна, скоро 98 лет нам будет, да? Как мы встречали с вами юбилей 95-летний, помните? Как много мы с вами вместе бываем на мероприятиях. Вот Раиса Васильевна одна из немногих ветеранов, которая всегда с удовольствием ходит по школам, не только нашего округа, но и всего города. Встречается со студентами. Всегда она первая на передовой в общественной жизни активистка. Ребята, дети особенно, берите пример. Представляете, в свои 98 лет такая активная, такая лучезарная. И мы, когда к вам приходим домой в гости, и мы приходим, по-моему, даже часто, всегда Раиса Васильевна нас не отпускает просто так. Дарит нам конфеты, как настоящая любимая бабушка наша. Всегда обязательно угостит своим вкусным морсом. И с таким уважением и с любовью рассказывает о своей семье, о своем муже. У нее дом, квартира, как музей. И поэтому вот жильцы, которые проживают в этом доме Теряева 1/1, гордитесь, с кем вы живете рядом. Ухаживайте, заботьтесь о нашей Раисе Васильевне. Давайте вместе сделать так, чтобы каждый день она чувствовала это внимание, заботу и радость. Радость от того, что рядом проживают такие добродушные, доброжелательные, искренние люди. 21 век. Очень много проходит времени, и время не стоит на месте. Молодежь у нас сейчас, дети очень современные, много всего умеют в этой жизни. Но самое главное, чтобы мы всегда помнили о подвиге, чтобы мы гордились, любили, ценили и уважали, и передавали настоящую историю будущим поколениям. Давайте все вместе громкими аплодисментами поздравим нашу Раису Васильевну. Ура! Мне кажется, порой, что солдат... Еще громче наши аплодисменты. Знак благодарности. Спасибо, Раиса Васильевна. Этот день будет вечно возвращать нашу память к 1941 году, а значит и к 9 мая 1945 года. Без одной не могло быть другой. Между этими двумя датами прочная нить. Всем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается. Дорогие друзья, встречаем для нашего уважаемого ветерана и для всех вас поет заслуженный артист Республики Саха-Якутия, солистка Государственного театра эстрады Сахая. Здравствуйте! Добрый день, друзья! Как настроение? Замечательное солнечное настроение. С наступающим Днем Великой Победы! Ура! Снова весь фронт раскален от огня, лупят зенитки 3 ночи, 3 дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Юнкерсы кружат и
кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в мажоре. Тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. Спасибо, дорогие друзья! Давайте вспомним нашу Катюшу. Все вместе споем. Раиса Васильевна, с праздником вас! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песня заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Владлена Бурнашова, Сахая. Спасибо! С праздником еще раз! Этот день нашей общей победы, славы, доблести и силы духа нашего народа. Уважаемые ветераны, труженики тыла, мы благодарим вас за проявленный пример. Безгранична наша благодарность тем, кто своей жизнью заплатил за мир, свободу и независимость Родины, кто вынес на плечах все тяготы военной поры в тылу, проявил бессмертное мужество и героизм. Низкий поклон вам, победителям, с честью выполнивший свой долг перед Отечеством. С Днем Победы! Сегодня в вашем дворе проходила акция «Поем двором». Еще раз мы поздравляем нашу Раису Васильевну Федорову. Еще раз мы благодарим вас за победу. Наши бурные аплодисменты только для вас. Раиса Васильевна, вам передаем наш микрофон. Дорогие товарищи, которые сегодня приехали к нам домой, старикам, поздравить нас с приближающимся Днем Победы. Уже 76 лет мы живем в мире, согласии
Мы, старшее поколение, очень и очень благодарны всем людям, которые о нас заботятся. В Якутии, мне кажется, как нигде проявляют большую заботу и внимание о нас, которые в свое время защищали Отечество. Я, конечно, не думала, что на 88-м году, 98-м, то есть 98-м году, я смогу слушать такие концерты, такие поздравления, такое внимание к себе и заботу со стороны и ближних, и родных, и правительства. Благодарю и надеюсь, что мы еще встретимся. Спасибо и вам всем желаю, прежде всего, здоровья, хорошего настроения, живите долго и не знайте, что такое война. Спасибо. Спасибо большое. Это аплодисменты только для вас. Мы хотим с вами сфотографироваться, Раиса Васильевна. День Победы, как он был от нас далек, как кострем отушен таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы прижали как могли. Этот